О брате своего прадедушки, участники Отечественной войны Ахмеде Цездоеве, 14-летний Айсет знает лишь по воспоминаниям деда. Он часто рассказывал о своем дяде, когда был жив. С моим дедушкой он был очень близок, и вообще между ними была разница 20 лет. Но он очень многому его учил, там кататься на велосипеде, либо стрелять из лука. Родился Ахмед Цездоев в 1912 году в селе Верхние Очелки. На Великую Отечественную призвали в 1941. Воевал в составе 174-й стрелковой дивизии Воронежской области в селе Каратаяк. В начале 1942-го там велись ожесточенные бои, вошедшие в историю Великой Отечественной как символ стойкости и мужества. Там же след Ахмеда Цездоева и оборвался. Всю жизнь отца мучило отсутствие информации о судьбе дяди, вспоминает Хасан Цездоев. Я искал его практически еще с Казахстана. Мой отец искал. Документы затерялись, знали, в принципе, что он погиб, скорее всего. А вот со стороны государства не было официального подтверждения в связи с тем, что архивы были засекречены и не было возможности особо все это расследовать. О жизненном пути прадеда стало известно спустя полвека. Погиб Ахмед Цездоев 5 июня 1942 года в Каратаяке, похоронен в братской могиле. Очень удивительное чувство, да. Облегчение однозначно. Кажется, что вот что-то важное, хоть что-то важное, что-то получилось. Давнее желание узнать подробнее о судьбе ветерана сбылось. И Айсет Цездоева в этом году впервые понесет портрет прадеда в ряду бессмертного полка. Акция, которая не состоялась из ограничений в связи с коронавирусом, на День Победы прошла в онлайн-формате. Рвались снаряды, и бой гремел, и люди погибали, а рядом дедушка сидел и на груди медали. Но уже 26 июля, в День военно-морского флота России, центральные улицы всех городов страны вновь заполнятся портретами участников Великой Отечественной. Фотография ветерана украсит ряды бессмертного полка, как доказательство того, что подвиг защитника не будет забыт, и память о нем всегда живет в сердцах благодарных потомков. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.